Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Несколько дней назад стартовал третий модуль обучения кадровой программы «Якутия. Земля героев». Это уникальная инициатива, запущенная по поручению главы нашей республики Айсена Николаева. Она призвана сформировать новый кадровый резерв из числа ветеранов и участников специальной военной операции. Третий модуль – этап решающий. Здесь теория встречается с реальной управленческой практикой. Как боевой опыт помогает в решении гражданских задач, какие навыки сегодня наиболее востребованы у будущих управленцев и какие проекты участники готовят для развития нашей республики, поговорим с моей сегодняшней гостьей Натальей Кашперской, куратором программы от ВШИМ и членом Общественного совета программы «Якутия. Земля героев». Наталья Альбертовна, добрый вечер. Добрый вечер. Вы мне успели за кадром сказать, что буквально вчера была встреча участников программы с главой республики, который инициировал, собственно, эту программу, да, с Айсеном Сергеевичем Николаевым. Вы там присутствовали, поэтому Конечно. расскажите. Я даже модерировать имела честь эту встречу. Но надо сказать прежде всего, что Айсен Сергеевич действительно не только заказчик основной, но и каждый очный модуль, он находит возможность принять участие в проекте. Он всегда проводит первый урок, дает установки, он дает конкретные задачи, ставит перед курсантами. Поэтому мы действительно сверяем часы уже третий раз с главой. И вчера меня просто покорил этот диалог, который состоялся между курсантами кадровой программы и лидером нашего региона, потому что Айсен Сергеевич не просто сказал, что да, все темы хороши, работайте дальше, да, и работайте хорошо. Он поговорил с каждым курсантом, он обсудил каждую тему, потому что действительно он выступает заказчиком и хочет, чтобы эти темы были не просто актуальны, он хочет, чтобы эти темы принесли реальную пользу населению, жителям, нам с вами. И поэтому некоторые темы были отодвинуты, мы их убрали, мы сформулировали новые. Поэтому действительно очень такой полезный разговор состоялся в течение более чем 1,5 часов. И я думаю, что он будет иметь определенный эффект, потому что сейчас уже каждый получил установку для себя и начал плотно погружаться в эту тему, решать те проблемы, которые Айсен Сергеевич посчитал важными. Ага. Но вот на напутствие участников он подчеркнул, что программа — это не просто учеба, а школа управления нового типа. Да? А вот вы говорите, он в каждую тему вник, задавал вопросы, корректировал как-то, а эти темы, они должны воплотиться, да, в какие-то реальные проекты. Да, и причем в большинстве случаев, по крайней мере, мы так в идеале планируем, что те проекты, которые ребята выбирают, они их будут реализовывать уже после назначения на своих местах, которые получат. Поэтому во многом от того, какую тему выберет курсант, и будет зависеть, возможно, и его назначение на ту или иную должность. Но эти темы, эти проекты, они у них идут с привязкой к муниципалитетам, да, к муниципальным районам? Либо к муниципальным районам, либо к органам исполнительной власти, либо просто к нашей реальной жизни. Например, у нас есть проекты, я специально с собой захватила их все, для того, чтобы, если будет интересно зачитать, у нас есть, например, применение новых подходов при проведении поисково-спасательных работ. Либо профилактика деструктивного поведения среди участников СВО на ранних этапах реабилитации. Либо воспитание настоящих патриотов в современных условиях. То есть темы очень разные. Либо там развитие малой авиации. То есть так или иначе все эти темы очень важны, и мы смотрели, насколько они будут менять жизнь якутян. А курсанты выбирали их из предложенных или сами предлагали? Сами, конечно, сами, исходя из тех должностей и того жизненного и профессионального опыта, который они имеют. То есть если человек в авиации проработал всю жизнь, он, конечно, пытается, даже по каким-либо причинам перестав работать в настоящий момент, да, там, после ранения и так далее, он может себя в этой отрасли проявить уже как управленец. Поэтому, конечно, учитывается опыт. У нас есть мнение о кадровой программе «Герои России» с позывным «Тута». Давайте посмотрим. Все здесь нас 25 человек, к сожалению, сейчас 24. Мы все от другого района, да, куда-то с Ленска, Мирного там. И мы можем уже зайти на общую цель. И куда бы мы, какой бы район ни пошли, у нас знакомые есть уже одногруппник, там, однокурсник, как бы. И мы уже плотно все
друг друга знаем, так что по любым вопросам, по любым районам прийти и точно знаешь, кого найти. Вот это очень помогает. И знакомство большими, будущими большими нашим чиновникам надо близко знакомиться и дружить. Мгм. То есть вот он для себя, главное, выявил Ну, какое-то общение, вот как у них да. происходит. Вы знаете, я солидарна абсолютно с этим мнением, потому что не только важно прокачать себя, развить свои управленческие компетентности, но и вы понимаете, что в течение целого года ребята общаются друг с другом. У них есть общая платформа, кстати, они еще и соперничают друг с другом. У них есть платформа, которую мы разработали, и они получают баллы за свои активности. Они друг с другом соревнуются, вот, они переписываются. Вот там закрытая платформа, поэтому они могут смело общаться и не думать о том, что кто-то может эти разговоры прочитать, их переписку. Но проекты Поэтому все индивидуальные, да, Да. или есть общие, какие-то совместные? общие, конечно. И в любом случае, вот сейчас они уже идут командой. Они не просто вливаются в управленческую команду и становятся элитой управленческой республики. Они идут этой командой, они развиваются вместе. И правильно говорит наш курсант, что в любом случае после назначений они будут плечом к плечу стоять вместе и помогать друг другу. А как вот вы наблюдаете, ведь как они между собой общаются? То есть там они все равны, все курсанты, или все-таки атмосфера братства, или все-таки вот, все-таки Андрей Григорьев герой России, там кто-то не герой России? Нет, это братство абсолютно точно, очень лояльные все. Вот, и понимают, что каждый из них преследует задачу общего развития нашего региона. Поэтому делают все возможное, используют все свои ресурсы для того, чтобы добиться этой цели. Понимаете? Давайте напомним зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39, или можно отправить нам текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Наталья Альбертовна, а вот третий модуль уже, да, уже год прошел практически. Как сами курсанты изменились за время прохождения первых двух модулей? То есть вы какую-то вот внутреннюю трансформацию наблюдаете? Конечно. Но мы с вами знаем, что военный человек — это человек, который не обсуждает приказы. Это однозначно принятое решение, которое должно быть выполнено любой ценой. В управлении немножко все иначе. Здесь нужно проанализировать, нужно посмотреть, выбрать наиболее рациональный способ решения, не потерять ничего из ресурсной базы. Поэтому, конечно, появилась определенная гибкость принятия решений. Если поначалу это было все черное или белое, то сейчас мы уже на многовариантность, различаем, да? мы на многовариантность выходим, и мы понимаем, что не только белое и черное существуют, а еще много всевозможных оттенков, и пытаемся проанализировать. Для этого у нас целый курс по коммуникациям есть, и мы пытаемся проанализировать, как то или иное принятое решение может повлиять на жизни людей, на вашу жизнь, на ваш статус. Даже любой пост, который ребята сейчас создают и пишут, да, о своей программе, он тоже за собой несет шлейф какой-то информативный. Да? Поэтому мы все это анализируем, смотрим и корректируем свои действия. Поэтому эта программа, она действительно как живой организм, и каждый продвигается в своем режиме, удобном для него, и решает именно те проблемы и те узкие места, которые есть у каждого. То есть да, у нас есть общие лекционные блоки, да, у нас есть стратегические сессии, где каждый может выразить именно свою точку зрения, и я вас уверяю, он будет услышан. Вчера же у нас состоялся большой разговор, хороший разговор, коммуникативная сессия была, в которой принимают участие, вот вы услышите, министр труда, министр образования, министр здравоохранения. То есть это большие люди. И не только эти коллеги, которых я назвала, порядка 20 топовых управленцев было для того, чтобы встретиться с нашими курсантами, для того, чтобы услышать обратную связь по поводу мер поддержки для участников СВО и их семей. Понимаете? Очень важный момент. Конечно, мы пытаемся сделать все. Мы со стороны мирных жителей, да, людей, которые не были на передовой, не защищали нашу страну там, мы делаем все возможное для того, чтобы выработать эти меры поддержки. Но насколько они эффективны, могут сказать только те, кто их получает. Правда же? Поэтому вот коллеги видят потенциал в общении с ребятами, и поэтому
Учат их не только преподаватели Высшей школы инновационного менеджмента либо РАНХИКС. Нет. Учит их та команда, которая сейчас у руля нашей республики. То есть на уровне зампредов правительства, сессий. Ну, если у нас глава первый урок даже дает, о чем вы говорите. Но это и вот система наставничества, да? Вы в Да, прошлый раз приходили со своим конечно. курсантом, Да. и он очень тепло отзывался о своей наставнице. Да. Мгм. Поэтому, конечно, и вот надо сказать, что наставники — это не только на третий модуль или на четвертый модуль, или на всю программу. Мы очень надеемся на то, что общение будет продолжено и после назначений. То есть мы очень хотим, чтобы эти наставники были сохранены Наставника на по всю жизни, жизнь. Да? Мы очень на это надеемся. И у многих, я думаю, что именно такой сценарий и получится. По крайней мере, у того курсанта, которого мы сейчас с вами вспомнили, будет именно так. Гурьева Сардана Михайловна, она очень хороший наставник и действительно курирует своего подопечного Владимира Жексембаева на всех этапах. Кстати, Владимир уже получил назначение. У нас есть 3 серьезных назначения Да, у расскажите. курсантов. Да, у нас есть 2 заместителя министра. Заместитель министра по молодежной политике, заместитель министра по финансам, и вот Жексембаев Владимир тоже назначен совсем недавно заместителем по безопасности руководителя корпорации развития Якутии. Серьезные должности, и при всем при этом Арсений Сергеевич вчера подчеркнул, что несмотря на то, что вы уже получили какие-то назначения, вы Все должны равно понимать, программу должны пройти, да? что программу нужно пройти, во-первых. Во-вторых, не сбиться с этой фокусировки и прокачивать себя дальше, совершенствовать себя. И понимать, что это назначение — это не финиш. То есть карьерный рост, он может быть продолжен. Поэтому все очень воодушевленные, все занимаются с отдачей. И надо сказать, что вот нет определенного условия, что вы должны получить эти назначения вот сегодня или завтра. Нет. Я, насколько понимаю, назначение — это серьезный путь, да, к изменению в нашей жизни. Поэтому сама программа предусматривает, что основные назначения должны происходить на протяжении первого года, ну, во время обучения, либо на протяжении первого года после завершения программы. То есть условие такое. Не всегда это можно сделать сразу. То есть они не только все будут включены в кадровый резерв, но они все получат назначение Они гарантированно, уже да? все включены в кадровый резерв, это тоже условие, в общем-то, да, и порядка 99% будут назначены на какие-то руководящие позиции. Поэтому очень серьезный подход к формированию вот управленческих навыков. Ага. А вот смотрите, практику они проходили во втором модуле, тоже вот на предприятиях где-то, в муниципалитетах и так далее. А третий модуль тоже вот его называют практическим погружением. Они там же остаются, в тех же, или там меняется Да, что-то? вот смотрите, логика такая. Значит, очное обучение в течение 2 недель. После этого идет 6-недельная практика. И в первом случае это была практика в органах исполнительной власти. Далее дистанционный модуль. После этого опять очный второй. Вторая стажировка была уже в муниципалитетах. Все ребята разъехались по 14 основным улусам нашей республики. Далее также дистанционный блок. И вот после Нового года, с 19 числа, мы встречаемся в очном модуле, учимся 2 недели. И с 3 февраля ребята уходят на 3-ю стажировку и последнюю. И эта стажировка уже на предприятиях госсектора в нашей республике. То есть у нас первая получается в органах исполнительной власти, потом в муниципалитетах и теперь на предприятиях. Ага, то есть Весь комплекс да, дается, да, потому что как составляется план финансово-хозяйственной деятельности, должен знать любой руководитель. Если он этого не знает, то его компетентности недостаточно хорошо прокачаны. Если в каких-то юридических вопросах он плавает и очень поверхностные его знания, это тоже не очень хорошо. Поэтому мы стараемся дать весь комплекс абсолютно в арсенале, чтобы он был у наших курсантов, а какая из компетенций понадобится, там уже время покажет. А какие это предприятия? Предприятий очень много. Сейчас решается вопрос, что это основные предприятия нашей республики. И Алроса есть, и там, федеральные есть. Большое количество. Программа «Якутия. Земля героев» была разработана по аналогии с федеральным проектом «Время героев», но это ведь не просто калька, да? Вы же говорите, что она живая, что она меняется. В чем вот заключается наша специфика, так скажем, да, и есть ли что-то, что только у нас применяется, например? Да, конечно, есть. У нас есть огромная территория и арктическая зона, и поэтому очень большой упор делается именно на специфику нашего региона.
Вот. И кроме этого, вы сами понимаете, что если у нас и наставники, и преподаватели — это все члены правительства, то, конечно, региональная специфика, она стоит во главе угла. То есть мы должны понимать, что не все решения, которые принимаются, например, в Самарской или в Ростовской области, они пригодны для нас. Поэтому, конечно, мы делаем с упором на специфику нашей республики. Поэтому, да, все это учитывается. Ну и, конечно, у нас есть еще треки, так называемые, помимо учебных занятий. Есть треки культурные, и мы, конечно, ходим в наш театр. В этом году, вот сейчас на этой сессии мы идем на Дон Кихота. Вот. У нас есть спортивные соревнования. В ближайшую субботу мы будем проводить национальные виды спорта. Поэтому наши ребята... В смысле, смотреть соревнования или самим Нет, мы соревноваться? сами будем участвовать, да. Мы будем стрелять из лука, мы будем национальные камешки, вот эти палочки, все это у нас Кобылы будет. Хамовска. Да. Вот, поэтому, конечно, национальная специфика, она очень важна. У нас есть 2 девушки в группе, остальные мужчины. Вот, поэтому даже с этим учетом мы подбираем различные соревнования, смотрим, как это можно сделать. И еще в эту же сессию мы сделали патриотический трек. И хотим все-таки научить наших курсантов общаться не только со взрослым населением, но и с молодежью, со школьниками, потому что гибкость должен проявлять управленец всегда. Поэтому мы в эти 2 недели идем еще и в школы города Якутска. Вот, мы будем говорить о патриотизме с ребятами. Это тоже как бы хороший опыт управленческий. Вот про девушек очень интересно. Их, в принципе, и на передовой-то мало. И... Да, у нас 2 Это медики? девушки. Предположу. Одна в социальной сфере работает, другая в сфере управления в муниципалитете. Но они тоже прошли зону СВО, конечно, как да. Одна из них у нас даже снайпером. снайпером была. Да, все очень серьезно, с большим жизненным опытом и военным опытом. Но вообще надо сказать, что отбор на программу, да, вот как эти 25 человек сформировались. Ну, прежде всего, у нас большой очень наплыв был, более 500 человек заявили о своем желании. И сначала мы отбирали по таким техническим критериям. То есть обязательно должно быть либо высшее, либо среднее специальное образование. Обязательно человек должен был резидентом Республики Саха-Якутия, то есть нашим Ну, в смысле, местным прописка. жителям. Да, конечно. Вот. И должен иметь опыт управленческой работы. Либо в мирной жизни, либо военный опыт. Поэтому, да, у всех за плечами очень большой послужной список. И наград, и почестей, и грамот. То есть люди с опытом. Но вот еще в апреле прошлого года было заявлено, что программа станет долгосрочной. То есть означает ли это, что вы уже сейчас готовитесь к набору 2-го потока или сейчас вот полностью сфокусированы на текущем? Конечно, на в этом данный составе? момент у нас фокус только на 1-м потоке, потому что мы выходим на финишную прямую. Я напомню, что мы очень рассчитываем на то, что все ребята получат дипломы о профессиональной переподготовке. Якутия — земля героев в преддверии Дня Победы 9 мая 2026 года. Вот. И параллельно с этим будет производиться донабор на 2-й этап. Вероятнее всего, точных дат еще я не могу озвучить официально, но, тем не менее, это многоэтапный период. И я напомню, что в прошлом году мы отбирали не только 25 человек, которые в очном формате будут учиться, но еще и 25 человек, тех людей, которые сейчас находятся еще на передовой, но, тем не менее, в ближайшем будущем, после демобилизации, планируют продолжить обучение и учиться в очном формате. И вот сейчас мы будем созваниваться с каждым из них, потому что они уже отобраны, они уже есть, они в резерве. Это резервный список из 25 человек. Может быть, у кого-то изменились планы, но жизнь вносит свои коррективы. К сожалению, поэтому мы посмотрим, какое количество мест будет для 2-го набора освобождено по разным причинам, и тогда уже донабор будет производиться вот уже в ближайшее время, я так думаю. А старт программы в прошлом году был в начале июня, поэтому, может быть, по аналогии с 1-м потоком примерно так же будет и во 2-й. Ну вот даты пока точно не утверждены. А выпускной будет у 1-го потока? Ой, конечно, мы все сделаем, будет очень красиво, мы вас приглашаем, приходите. Спасибо. На вручение дипломов, и, конечно, будет выпускной. Но вы не только куратор, но и член общественного совета программы. Что это означает? Вот в чем
В чем роль? Вы знаете, вот, ну, куратор — это такое сухое слово, конечно. Мы с ребятами общаемся в режиме 24/7. И иногда приходится быть очень строгим судьей вообще всех поступков и посещений, и пропусков, да. То есть я осуществляю как раз ту самую функцию классного руководителя, как в школе когда-то было, да. По крайней мере, если нужно отпроситься, то это делается через меня. Хотя мы стараемся как бы посещать на 100% все мероприятия, все образовательные проекты, но тем не менее. И вместе с тем иногда приходится играть роль прям доверенного человека, к которому можно прийти в кабинет и поговорить. И иногда эти разговоры у нас переваливают за час и за 1,5 часа. То есть немножко психолог вы Да, еще, немножко, да, бывает и так. Либо приходят вообще с проблемами, которые напрямую не касаются ни учебы, ни будущей профессиональной деятельности. Например, у нас, я, конечно, не буду называть имен, но тем не менее скажу, был запрос на психологическое, на решение психологической проблемы, которая была связана, вы не поверите, как совместить свою управленческую деятельность, госслужбу с хорошими семейными отношениями. Потому что ненормированный рабочий день, он за собой тоже влечет определенные сложности в общении с семьей. И поэтому мы решали и такие вопросы, и такие проблемы. Учили глубинно общаться, привлекали опытных психологов в нашей республике. То есть очень разные проблемы бывают. Либо как сделать так, чтобы полноценно спать. Потому что большинство ребят, они прошли передовую, многие получили контузии, и нарушение сна — это всегда сложности в восприятии реальной жизни, больших объемов информации, поэтому здесь тоже нужно помогать. Здесь тоже обращаемся к специалистам, пытаемся связаться. Ну, в общем, вот в таком вот варианте. Поэтому действительно программа очень живая и в плане человеческого общения, и в плане ответов на запросы не только жизни, но и каждого из курсантов. Вот, наверное, это имел в виду Андрей Григорьев, когда отмечал, что проект помогает бойцам вернуться к нормальной жизни. Конечно, конечно. Очень сложно, все по-разному идут. И был один из запросов, как это сделать быстро. То есть люди понимают, что времени мало, нужно быстро все делать, но не всегда здоровье позволяет это сделать. Поэтому быстро адаптироваться, быстро войти в мирную жизнь, это тоже очень важно. Поэтому, да, и справиться со своим желанием поехать опять на передовую, это тоже задача со звездочкой. Потому что мы знаем, что единожды побывав там, ребята стараются вернуться опять и снова. Наша задача их удержать уже здесь, и потому что мы сделали ставку на них, и мы хотим, чтобы республика выиграла от того, что у нас появятся такие мощные управленцы новые. А нужно ли нам вот столько управленцев? В этих 25, следующих 25? Найдутся ли для всех руководящие позиции? Ну, конечно, все выпускники не станут министрами или главами муниципальных образований, мы это тоже понимаем. То есть можно быть управленцем разного уровня, но, тем не менее, быть качественным, хорошим управленцем, от решений которых зависит наша с вами жизнь. Поэтому, конечно, хватит должностей. Причем, вы знаете, делали ведь опросы, и далеко не каждый из ребят написал, что они хотят быть руководителем органа исполнительной власти, например. Нет, кто-то хочет быть просто руководителем предприятия, либо быть заместителем руководителя предприятия. Такие тоже есть. То есть потребности, уровень амбициозности, он у всех разный. Поэтому, конечно, найдется для каждого должность, которую он заслуживает. А я правильно понимаю, что участники, курсанты ваши, они уже в процессе обучения понимают, где они хотят работать, в какой сфере хотя бы? Вы знаете, многие четко понимают, к чему они стремятся, и прямо называют должность и говорят: я мечтаю об этом. Никто точно не может сказать, случится ли это так. От многих факторов это зависит, скажем прямо. А некоторые даже не могут пока назвать отрасль. Понимаете? То есть все очень индивидуально. И поэтому у нас департамент кадровой политики очень плотно работает тоже с каждым из ребят. И их мнение учитывается, и наши возможности учитываются. Ну и все процессы, которые сейчас происходят. То есть это и профориентация тоже, да? Конечно, конечно. Есть даже те, кто приходит и говорит: я, например, в такой-то отрасли работаю, но у меня чувствую полное выгорание, я хочу полностью изменить свою профессиональную жизнь.
Давайте подумаем, где бы я мог пригодиться. Такой запрос тоже существует, и мы идем навстречу. То есть человек отказывается от своего высшего образования по сути, да, вот, но тем не менее хочет сменить полярно свою профессию. При этом он такой мощный управленец, у него мощная харизма, и мы понимаем, что он будет пригоден и в другой отрасли тоже. Поэтому главное сейчас определить, где это будет. Ну, у или нас- говорит, я работала в авиации, хочу в авиацию уже вернуться и Да, делать там либо вещи. такой вариант, конечно. Ну, вот я условно. летал, теперь я хочу работать в наземной службе, в управлении, но я очень хорошо разбираюсь в специфике и готов быть полезным в этом направлении. Такой вариант тоже, такой сценарий есть. А как вы с мотивацией работаете? Как они вот вас на протяжении столького времени, ну, взрослые люди, да, Да. с опытом, ну, там, как они посещают занятия, как они выполняют там Вы эти знаете, задания? уровень мотивированности очень высокий, надо сказать. Ну, потому что Изначально вы отбирали изначально, людей конечно, мотивированных. Они писали эссе, они заполняли анкеты. То есть это уже не просто вот случайная, рандомная выборка была. Это, конечно, был тщательный отбор, который проводился с февраля в течение там 1,5 или 2 месяцев. Конечно же. Первые собеседования были, вы не поверите, это когда ребята еще были многие на передовой, и мы, разговаривая с ними по телефону, слышали взрывы. То есть это прям вот настолько живой организм, да, формирование вот этого пула будущих управленцев. Вот, то есть они уже мотивированы. Но сейчас очень большая сложность заключается в том, что они не являются и сейчас рядовыми сотрудниками. За их плечами стоят коллективы, за их плечами стоят обязанности и обязательства. Поэтому совмещать с учебой иногда бывает действительно проблематично. А еще и семья, вот как Да, как вы а еще и сказали. семья. Вот. Поэтому, да, очень сложно. И особенно после назначений, да, но мы всегда говорим, у вас есть руководитель, который понимал, что вы являетесь курсантами кадровой программы, и он знал, что на вас можно будет рассчитывать в определенные промежутки времени. На время учебы, к сожалению, вы не можете полноценно вести свою трудовую деятельность. Поэтому это учебные отпуска. Но стараемся совмещать, стараемся это делать так в режиме договоренностей, скажем прямо. Ну, потому что ни нацпроекты никто не отменит, да, ни там отчеты правительства никто не отменит. Жизнь, конечно, продолжается, и ребята переживают и стараются совмещать так, чтобы не было потерь ни там, ни здесь. А, кстати, на отчет правительства они поедут? Нет, я думаю, в этом году не поедут. У нас очень плотное в это время график будет по прохождению стажировки. Но я думаю, что после назначения всех их ждет уже этот отчет правительства, поэтому мы к этому готовимся тоже. То есть как общаться с населением в городе, с населением в деревне. То есть вот ситуационные какие-то моменты, сложные вопросы, как на них реагировать, как на них ответить, как не агрессировать. Вот это все прорабатывается. Причем не просто слушают они и думают, как это сделать. Тренинги, да? Да, это тренинги, то есть человек прям садится на горячий стул, у нас такая технология есть. И мы пытаемся, изображая пул представителей Злых журналистов. средств массовой информации, да, задавать эти неудобные вопросы и даже отсматривать, как мимика меняется, когда ты слышишь неудобный вопрос, чтобы не выразить свое отношение негативное к вопросу, поблагодарить, улыбнуться, как повернуться, как ответить. Вот все эти нюансы мы отрабатываем. И у многих, надо сказать, уже очень хорошо получается. По крайней мере, я очень довольна той динамикой, которую мы за полгода уже наработали. Арсений Сергеевич говорил, что Якутии нужны лидеры, способные брать на себя ответственность в экстремальных условиях. Вот значит ли это, что в первую очередь их готовят для каких-то прорывных направлений или арктических районов? Ну, я думаю, что и в том числе, конечно. Тем более, что очень многих интересует именно Арктика. Очень многих. Это и транспортная доступность, это и снабжение, да, то есть и авиация для Арктики. То есть очень много тем, связанных так или иначе с северными территориями. Поэтому, конечно, прорывные позиции будут за этими ребятами. Они смело и решительно принимают на себя. То есть им не нужно говорить, что вы должны взять ответственность не только за себя, но и за других людей. Они это умеют делать, потому что они прошли хорошую школу выживания. А если говорить о проектах, какие вам... Ну, понятно, что они все интересные, да, но что-то может быть такое? Ну, да, проекты очень интересные. Мне, например,
нравится, да, что у нас планируется создание военизированного центра подготовки Якутия «Феникс», как задумка, да. У нас есть совершенствование социально-правовой поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. То есть проблема, как повысить ответственность людей, которые выросли в детском доме, например, да, как решить проблему с их профориентацией, какие изменения в этой сфере нужны. Вот ребята на себя взяли ответственность и будут прорабатывать эту тему. Социальная. Да, очень важно. Потом формирование проектов по развитию, например, туризма в определенно взятом каком-то районе, да, то есть эта тема интересует. Потом поддержка участников СВО в агропромышленном комплексе, то есть свои кадры для агропромышленного комплекса. Причем здесь основной упор делается на молодежи. То есть не люди среднего там, или старшего возраста, а как привлечь молодежь на село. На село — это же отдельный вообще вопрос. Конечно, конечно. Вот одного из курсантов у нас очень интересует эта тема, и она, скорее всего, будет взята в разработку. Вот. Механизм интеграции ветеранов СВО в развитии беспилотных грузоперевозок в Республике Саха-Якутия. Единый стандарт по подготовке операторов беспилотных систем. То есть, оказывается, у нас нет единого стандарта. И, кстати, Арсений Сергеевич вообще сказал: посмотрите, изучите опыт республики, а он у нас большой. И, может быть, это вообще будет какое-то учебное пособие, которое мы потом запустим на всю Россию. То есть задачи очень амбициозные стоят, понимаете? Вот, поэтому, мне кажется, будет интересно. Мы прикрепили из числа сотрудников Высшей школы инновационного менеджмента кураторов к каждому курсанту. Вот. Кроме этого, очень плотно над проектами будут работать непосредственно сами наставники, члены правительства в большинстве своем. Кроме этого, мы, конечно же, подбираем консультантов по узкоспециализированным темам, вот, потому что специфика, где-то это там, газ, где-то это агропромышленный комплекс. Да? Поэтому, конечно, из министерств, из ведомств консультанты будут. Вот, которые также будут помогать глубинно проработать. То есть, по сути, это их заявки на дипломные работы? Да, это они и есть, конечно, это они и есть. И защитив их, уже тогда человек получит диплом. Но при этом они все имеют практическую направленность и могут быть реализованы. Не могут быть, а обязательно должны будут быть реализованы. Да. Есть уже проекты, которые находятся сейчас на стадии согласования. То есть человек уже взял эту... Первые 5 ребят еще осенью прошлого года выступали перед Арсением Сергеевичем, и он дал добро каждому из них, и сейчас они уже в стадии такой серьезной проработки глубинной. Кто-то только сейчас определился с темой. То есть они все идут по-разному, все со своей скоростью, скажем так. А вот мне интересно, те ребята, которые получили назначение, их проекты, да, они связаны, получается? Да, их проекты близки к той отрасли, в которой они будут работают. сами реализовывать новой должности? Мы надеемся, что да. Хотя, с другой стороны, знаете, если будет хорошо подготовленная работа с расчетами, то она может быть взята просто за основу и как поручение. Конечно, может целая команда. Поэтому главное написать хорошую работу, сделать расчеты, доказать целесообразность предлагаемой, например, методики либо технологии. И тогда все получится, независимо от того, будешь ты работать один или в команде. Ну и в завершение, какой главный совет вы даете участникам сейчас, когда они на финишной прямой уже? Ой, вы знаете, здесь сейчас нам самое главное не потерять фокусировку. То есть сосредоточиться именно на решении той задачи, которую поставил перед нами глава. Потому что мы понимаем, что заказчиком является правительство нашей республики. И здесь каждый понимает, что подвести ни в коем случае нельзя. Поэтому фокус на выполнение поставленной задачи. Ну что ж, спасибо вам большое. Успехов программе, успехов участникам и воплощения всем проектам на благо республики и ее жителей. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.